Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В Донецке вспоминают жертв среди мирного населения, погибших во время боев за аэропорт. За 242 дня ожесточенных боев между украинской армией и сепаратистами, по самым скромным подсчетам, погибло более 200 мирных граждан. Многие были моими прихожанами, детьми моих прихожан, родителями моих прихожан. На главном флагштоке Таджикистана реет бракованный флаг. Такие же флаги практически над каждым госучреждением страны. В республике начались рейды по конфискации с продажи государственного символа, который, как неожиданно выяснилось, не соответствует стандартам. Этот флаг, который я сейчас держу, мы купили в обычном магазине. Он не соответствует стандартам. Казахстанские выпускники отказываются сдавать единое национальное тестирование. Они выбирают зарубежные вузы и планируют не возвращаться в Казахстан. Первые года я буду работать в России, а дальше, если повезет, то смогу перебраться в Европу. А в Дагестане дети могут лишиться возможности учиться. В горное село Старый Терек не ходит автобус, а школа находится в 18 километрах от него. Детям приходится проходить весь путь туда и обратно пешком. Туда отправляем, на машине. Назад добирается пешком. В Донецке вспоминают жертв среди мирного населения, погибших во время боев за Донецкий аэропорт. По самым скромным подсчетам, это более 200 человек. Большинство из них проживали в Куйбышевском районе города Донецка, непосредственно прилегающего к аэропорту. Многие были его сотрудниками. В память о погибших был воздвигнут памятник. На его открытии собралось более 2000 жителей города. Помолимся за всех невинно убиенных, за всех погибших. Это все наши близкие, родные. Я тоже очень многих знал из них. Многие были моими прихожанами, детьми моих прихожан, родителями моих прихожан. Донецкий международный аэропорт имени Прокофьева, построенный в 2012 году к чемпионату Европы по футболу, был одним из лучших в Европе. За 2 года ожесточенных боев аэропорт превратился в руины и уже не подлежит реконструкции. По разным данным, в боях за него погибли до 300 солдат украинской армии. В январе 2015 года аэропорт был взят силами сепаратистов. Все это время в нескольких сотнях метров от самого здания нового терминала аэропорта живет семья, 4 поколения, которые работали в Донецком аэропорту. Их история в репортаже нашего корреспондента. Вот это Toyota Центр. Вот разобранный уже, видите, вот так блок. Семья Натальи Генсеровской живет на улице Взлетной, под аэропортом полвека. С аэропортом связана вся их жизнь. И даже любимую собаку женщина принесла из аэропорта. Общий этаж работы ее семьи в аэропорту 150 лет. Сама Наталья пришла в Донецкий аэропорт в 1999 году, а ровно 2 года назад ее и всех ее сотрудников эвакуировали, как оказалось потом, из-за войны. Но мы уходили с надеждой, что мы возвращаемся. Нам сказали буквально на несколько часов. И все на работу. Поэтому мы знали, что мы придем на работу. Со дня эвакуации Наталья не была в аэропорту ни разу. Она не выходила даже дальше своего огорода, откуда видно разрушенные здания, где происходили самые жестокие бои. Но покидать родной дом семья не хочет, с трудом обустраивать свой быт. Поначалу самому тяжело было. Температура 38, а я один свет проводил сам себе, потому что никого не было. Вообще никого. А потом уже стало легче, потому что соседи начали возвращаться. Протянули силовой кабель и подключили 5 домов. На зиму Вадим оборудовал дом буржуйками. Еду готовит порой просто во дворе. Внуки будут, наверное, будет как раз груша. Семья аэропортовских собирается по-прежнему жить на родной улице Взлетной. Говорят, сейчас обстрелов стало меньше. Мечтают они о том, что когда-то аэропорт восстановят. Но я все равно жду, что его отстроят. И нас позовут. Хотя бы мойщицей из самолета. Я даже на это согласна. Лишь бы туда, домой, через дорогу. Таджикские власти неожиданно обнаружили, что национальные флаги республики не соответствуют государственным стандартам. Как выяснилось, в течение 2 десятилетий над всеми государственными учреждениями, включая главный флагшток Таджикистана, реют бракованные флаги. Их производство заказывали в Китае, но теперь экземпляры полотнищ зарубежного производства срочно изымают из продажи. Анушервон Арипов продолжит.
Из-за этих рейдов, которые проводят каждый день сотрудники Таджикстандарта, торговцы злые уже ходят. Постоянно приходят сотрудники госучреждений, чтобы флаги купить, но даже оптовики перестали их привозить. Сайдакбар Одинаев в своем магазине продает канцелярские товары, портреты президента Эмомали Рахмона для кабинетов и флаги Таджикистана. Несколько дней назад сотрудники агентства Таджикстандарт конфисковали все флаги. По словам торговца, чиновники обосновали свои действия тем, что символ республики не соответствует стандартам. Хотя Сайдакбар продает их уже более 10 лет. И раньше никаких претензий ни у кого не возникало. Когда товар привозят из Китая или из России или из другой страны, стандарты должны проверять на границе таможенники, а не мы, розничные продавцы. Таможня не должна пропускать такие флаги. Несоответствие государственного символа стандартам чиновники обнаружили только недавно, хотя в таком виде флаги используют более 2 десятилетий повсеместно. Оказывается, большинство государственных праздников таджикистанцы встречали под флагом, не соответствующим нормам. Практически над каждым министерством, ведомством, комитетом Республики Таджикистан гордо реет флаг страны. Мы объехали сразу несколько учреждений и обратили внимание, что на многих флаг не соответствует стандартам и нормам. Что уж говорить, если главный флагшток страны высотой более 160 метров украшает флаг, чья корона выполнена неправильно. Согласно стандартам, размеры красной и зеленой полос на метровое в ширину полотнище должны составлять по 28,5 сантиметров, а белая полоса 43 сантиметра. Чиновники говорят, что большинство флагов привозят в страну из-за рубежа, в основном Китая, где об этих требованиях ничего не известно, поэтому они полностью запретили импорт этого вида товара. Этот флаг, который я сейчас держу, мы купили в обычном магазине. Он не соответствует стандартам. Видите, эти части короны на флаге не соединены, а эти 3 узора в центре также выполнены неправильно. Затем ткань. Флаг должен быть сделан только из хлопка или шелка. Возможно, что такие рейды на самом деле проводят, чтобы поддержать отечественного производителя. Китайские флаги Таджикистана стоят не более $1,5, когда такие же, но произведенные в республике, около 2,5. Местные предприниматели уверяют, что их флаги, оказывается, тоже не соответствуют нормам, хотя шаблоны были предоставлены Таджикстандартом. Чтобы как-то конкурировать на рынке, мы эти флаги продаем чуть ли не по себестоимости в ущерб себе. Вот эта шелковая ткань стоит 6 самани за метр, а здесь почти 2 метра на флаг. Плюс расходы на электричество, оплата труда. Приходится идти на это, чтобы не потерять рынок. Несмотря на то, что стандарт пытаются жестко контролировать, неизвестно, когда флаги, не соответствующие нормам, снимут с флагштоков госучреждений. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Институт «Открытое общество» фонда Сороса, базирующийся в Нью-Йорке, опубликовал доклад «Борьба с коррупцией в Узбекистане». На 48 страницах детально описываются коррупционные схемы, использующиеся узбекскими чиновниками, схемы отмыва денег и роль правоохранительных органов, которые, как утверждают исследователи фонда, зачастую выступают пособниками коррупционеров. Практика неформального принятия решений, использование непрозрачных правил, а также отсутствие независимого надзора – все эти условия способствуют увеличению экономического неравенства и представляют серьезную угрозу для долгосрочной стабильности страны, говорится в докладе. О том, почему многочисленные заявления и кампании по борьбе с коррупцией уже много лет, объявляемые властями Узбекистана, не приносят результата, об этом журналист Шахида Якуб побеседовала с экспертом по расследованиям коррупционных скандалов Петром Залмаевым. Несмотря на то, что правительство Узбекистана объявило еще в 2010 году принятие такой полноценной программы борьбы с коррупцией, на деле эта борьба не ведется. Элита продолжает обогащаться за счет различных коррупционных схем, которые имеют место по закупкам импорта, то есть закупкам всего продовольствия, а это много ни мало 11% от ВВП. Это многомиллиардная сумма, которая, в принципе, питает все эти элитные круги, в то время как народ продолжает жить, как и жил, за счет гастарбайтеров, которые вынуждены ехать искать лучшей жизни в России. И в Узбекистане, на мой взгляд, и на взгляд многих международных организаций, просто самая удручающая обстановка. Но тот же даже Казахстан, где экономическая ситуация, наверное, наиболее благоприятная в регионе, тоже страна, в которой очень много проблем с коррупцией. Экономика в Казахстане намного больше, нефтяных скважин в Казахстане больше, поэтому и элита как бы сильнее. Поэтому по некоторым оценкам сумма вывезенных активов и денежных средств из Казахстана составляет $130 миллиардов
долларов, и причем это по самым скромным оценкам. Куда деваются эти деньги? В какие страны они вкладываются? Деньги в том числе в Великобритании. Вот наша встреча была в Чатем-хаусе, мы говорили об активах бывшего зятя президента Назарбаева Рахата Алиева, который покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Вене год назад. Вот только его активов, принадлежащих ему, а сейчас его вдове, насчитано в Лондоне на сумму более 130 миллионов фунтов стерлингов. Что касается многомиллионных сумм, связанных с дочкой президента Каримова, Гульнары Каримовой, вы знаете, что замороженные счета на многие сотни миллионов долларов, которые по подозрению тех же американских следователей принадлежат дочке узбекского президента, которую она получила в форме взяток за различные бизнес-сделки. Есть ли возможность возврата этих денег домой на родину в тот момент, когда в этих странах, в Казахстане, Узбекистане, установятся демократические режимы? Да, эти деньги должны, конечно же, быть возвращены на их историческую родину. Совсем недавно бывший премьер-министр Казахстана заявил о необходимости проведения так называемой криоэкономики, то есть призвав западные державы к замораживанию счетов и активов клептократов с их последующей репатриацией на родину. Об этом заявляют и казахстанские оппозиционеры, и узбекистанские, и из других стран региона, о том, что эти деньги должны быть заморожены, и в результате, когда в этих странах восстановится верховенство закона, будут восстановлены институции, будут свободные СМИ, парламенты, когда для этого созреет обстановка, эти деньги будут и должны быть возвращены своему исконному владельцу, народу Казахстана, народу Узбекистана. Курдские формирования, составляющие костяк оппозиционной группировки «Демократические силы Сирии», продолжают наступление на Ракку, административный центр одноименной сирийской провинции, которая находится под контролем ИГИЛ. Наступление идет при поддержке авиаударов объединенной коалиции западных стран во главе с США. Это видео, которое распространяет курдское информационное агентство. На кадрах отряды курдской милиции ведут обстрел позиций ИГИЛ вблизи Ракки. Демократические силы Сирии начали наступление на Ракку во вторник. Сейчас бои идут на севере от Ракки, недалеко от границы с Турцией. Территории, находящиеся под контролем ИГИЛ в Ираке и Сирии, сильно сократились за последнее время. ИГИЛ сейчас является основной целью ударов также сил Асада при поддержке России и отрядов, которые сотрудничают с объединенной коалицией во главе с США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что арабские государства Персидского залива выступают за координацию действий России и коалиции сил под руководством США в Сирии. С обеих сторон сегодня было подчеркнуто, что проблемы стран региона Ближнего Востока должны преодолеваться на основе уважения международного права через инклюзивный национальный диалог при уважении независимости и территориальной целостности всех государств. Об этом Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром по итогам заседания стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. В московском заседании приняли участие также главы МИД Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. На освобожденных от ИГИЛ сирийских территориях начинают работу французские реставраторы. Они проведут в Сирии ближайший год, помогая в восстановлении разрушенных памятников архитектуры и обучая сирийских волонтеров. Один из первых совместных проектов – реставрация 900-летней крепости Госпитальеров недалеко от Хомса. Подробнее расскажет Екатерина Бучнева. Крепость Крак-де-Шевалье была основана рыцарями-госпитальерами в начале XI века. Она находится в 50 километрах от сирийского города Хомс. В 2014-м ее на 3 месяца заняли боевики. Замок, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, чудом уцелел во время боевых действий. Но 5 лет гражданской войны в Сирии не обошли стороной его. Древние стены изрешетили осколки снарядов, изысканные колонны потрескались, своды обвалились. Восстанавливать крепость, как и другие памятники архитектуры, будут добровольцы из числа сирийской молодежи, а помогать им в этом западные эксперты, рассказывает Ажакса Немеритю из французского центра научных исследований. Печально, что здесь действительно предстоит много работы. Реставрация требует денег и техники, но самое главное – это человеческий фактор. Людей необходимо обучить, чтобы они знали, что и зачем они делают.
Генеральный директор Департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим пригласил западных экспертов на год. За это время они должны обучить археологов-волонтеров. Французская группа также ведет переговоры о помощи в восстановлении древних городов Пальмиры и Угарита. Далее в программе. Казахстанские выпускники отказываются сдавать единое национальное тестирование. Они выбирают зарубежные вузы и планируют не возвращаться в Казахстан. Первые года я буду работать в России, а дальше, если повезет, то смогу перебраться в Европу. А в Дагестане дети могут лишиться возможности учиться. В горное село Старый Терек не ходит автобус, а школа находится в 18 километрах от него. Детям приходится проходить весь путь туда и обратно пешком. Ну, туда отправляем, да, на машине. Назад добирается пешком. Последний звонок в этом году для выпускников школ Таджикистана не прозвенит. Министерство образования и науки своим приказом запретило проводить в школах страны звонок зрелости. Именно так в Таджикистане в последние годы называли последнюю в учебном году линейку. Нарушившие этот приказ, который вышел накануне проведения линейки, понесут персональную ответственность. А в Узбекистане последний звонок все же состоялся, но директора школ получили четкое указание не проводить выпускные вечера. Этот запрет существует в республике не первый год. Прощальные вечера здесь проходят тайком и также вручаются подарки учителям. Похожий запрет на денежные сборы существует и в Кыргызстане. Однако выпускники могут отпраздновать окончание учебы в любом месте, кроме ресторанов или кафе. В Казахстане школьные праздники в конце учебного года проходят по всей стране. Через несколько дней в республике начнется сдача единого национального тестирования, объединяющего выпускной экзамен в школе и вступительный экзамен в вузы. Но не все выпускники намерены проходить через ЕНТ. Более того, они выбирают зарубежные университеты, чтобы в будущем не возвращаться в Казахстан. Артем Горбачевский – выпускник специальной гимназии в Петропавловске. Он хочет стать студентом, получить профессию в технической сфере. Он уже и выбрал вуз, куда хочет поступить. Это инженерно-технический университет в Новосибирске. Там не надо сдавать экзамены ЕНТ. На самом деле будет легче в том плане, что я буду не буду сдавать ЕНТ, мне оно не потребуется, поскольку я поступаю в Российскую Федерацию. Легче в каком плане? В психологическом. То есть, как вы знаете, в последнее время на ЕНТ очень большая нагрузка, именно давление на психику учеников. Дарья Герасименко – одноклассница Артема. Она получила льготу в 50% оплаты учебы в одном из университетов Алматы, но все же хочет поехать на учебу в Россию. Первые года я буду работать в России, а дальше, если повезет, то смогу перебраться в Европу. Владислав Левчук, еще один выпускник школы, на учебу в университет собирается в Германию. Самое главное, что там образование бесплатное, это и послужило выбором. Если получится, тогда я там останусь и продолжу дальше там уже жить. Гимназию БЭСТ в этом году заканчивают 51 выпускник. 22 из них не будут сдавать ЕНТ. Для получения высшего образования они поедут за рубеж. Некоторые поступили в российские вузы. Сегодня я узнала, наша одна девочка поступила в Шанхай, ее уже зачислили. Одна девочка поступила в Англию. То есть, в принципе, многие дети уже зачислены. Многие вузы приезжали, то есть те вузы, которые приезжали сюда и проводили хорошую работу, то те вузы были заинтересованы в учащихся, и они нашли своих учеников. Школы Северо-Казахстанской области в этом году заканчивают 3680 учеников. Из них 1078 учеников отказываются сдавать ЕНТ. Руководители областного департамента образования говорят, что число желающих выехать на учебу в университеты за пределы Казахстана все же еще большое. Нургуль Алина, Азаттык ТВ. А в Дагестане ученики с трудом добираются до школы. В горное село Старый Терек не ходит автобус, а школа находится в 18 километрах. Детям приходится добираться до нее, если повезет, на попутках, а иногда преодолевать весь путь пешком. Екатерина Пономарева с подробностями. Елена провожает сына за калитку. Неизменно тревожно посмотрит ему вслед. До школы и обратно ее ребенку нужно преодолеть 36 километров. Туда она отправит его на такси, а вот как он доберется обратно, Елена никогда не знает наверняка. Пешком на попутке. Иногда долго приходится попутку ждать. Да, плохая погода, тоже стоим. Амин мечтает стать юристом и любит математику. Его другу нравится рисовать, он хочет стать дизайнером. Потому оба ездят из села горными тропами в такую даль. Кто подберет, кто подвезет, как доберутся. Ну, туда отправляем, да, на машине. Назад добирается пешком. Мы не можем оплатить такси туда и обратно. Это накладно.
Ездить в школу из Старого Терека должны 28 детей, считают родители. В селе теперь учат только до 5 класса. Из-за того, что автобуса отсюда нет, многих детей отправили к родственникам, где школы ближе к дому, или в интернат. Расстаться с детьми не решились 4 семьи. Они скидываются каждый день на такси. Ехать из Старого Терека нужно в школу села Крайновка за 18 километров по разбитой дороге. Учеников сюда школьный автобус возит со всей округи. Село Старый Терек в его маршрут не включили, потому что если делать туда крюк по плохой дороге, водитель не успеет забрать детей из ближайших к школе сел. А на второй автобус и второго водителя денег никогда не было. Хотя администрация школы у чиновников всегда просила. Мы обращались не раз своим коллективом, обращались в Министерство образования с просьбой, чтобы транспорт был постоянным, чтобы дети беспроблемно могли посещать школу. Единственный школьный транспорт едва держится на ходу. Корпус сгнил, под окнами, чтобы они не выпали, стоят самодельные латки. Автобус по горным дорогам колесит уже 10-й год. Чинит его на личные деньги директора школы руками водителя Домодана. В школе Крайновки нет ни гаража, ни техстанций, зато есть желание хорошо выучить детей. Серьезные поломки тогда вот задерживается на 3-4 дня. А так стараемся за один день все привести в порядок и выпустить в рейс. Доехать до выходных, чтобы на воскресенье сделать ремонт, чтобы в будние дни не терять вот эти дни, дети, чтобы не шли пешком. Под конец года и вовсе пришла бумага. Автобус списать за выслугой лет. Будет ли новый, здешние чиновники до сих пор не знают. Говорят, автобусы сократят еще в 3 школах по соседству. Нам они ответили в духе недавнего Дмитрия Медведева. Денег нет, но вы там держитесь. По телефону. На личную встречу не нашлось времени. Ну вот надеемся, я же говорю, за эти 3 месяца, что нам выделят средства, чтобы приобрести. У нас нет тех людей, которые против. Родители за, директор за, отдел образования, управление за. Ну, финансы поют роман. Если повезет, добавил глава управления образования, чиновники выкроют деньги на автобус в Старый Терек. Но если нет, скидываться на такси, отправлять детей за знаниями на попутках придется уже жителям всех соседних Крайновки школ. К слову, цена решения вопроса всего 1,5 миллиона рублей. Столько стоит новый автобус для здешней школы. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». И в заключение о геройском поступке 7-летнего кыргызского мальчика. Ибрахим Афазов спас тонущего одноклассника. На берегу он оказал первую помощь мальчику. Как это делать, юный спасатель узнал из мультфильмов. Оказалось, что в семье Авазовых тонущих людей уже спасают не в первый раз. 7-летний мальчик спас своего одноклассника, который почти утонул в канале. Я не смог вытащить его из воды за руку. Пришлось тянуть за рюкзак. Вытащил на берег и надавил на живот, чтобы вышла вода. Перенес друга к мосту, чтобы найти его отца, но его там не было. О том, как оказывать первую помощь, Ибрагим узнал из мультика. Поле, команда спасателя. Это мультфильм про команду роботов-спасателей. Там есть полиция, врачи и пожарные. Я поэтому и запомнил, что нужно делать. Когда я вытащил его из воды, то стал давить на живот вот так. Дедушка Ибрагима сказал, что гордится геройским поступком своего внука. Он вспоминает, что когда-то его отец тоже спасал детей. В 2003 году его отец, милиционер, услышал крики и побежал в сторону канала. Там тонули 2 девочки. Мой сын прыгнул в воду, проплыл 80 метров и вытащил девочек из воды. Сотрудники Баткенского УВД вручили Ибрагиму почетную грамоту и подарили велосипед. Я не ошибусь, если скажу, что первоклассник Ибрагим, сын нашего коллеги, поступил как настоящий герой. Я позвал его сюда, чтобы выразить ему и его родителям благодарность. Спасибо за хорошее воспитание. То, что Ибрагим не убежал, а спас своего ровесника, это настоящий героизм. Из-за прошедших в последнее время проливных дождей уровень воды в водоканале сильно поднялся. Сели унесли даже несколько голов крупного рогатого скота. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.